республика ждала этот день. Аэропорт Грозный 11 июля принял, пожалуй, самый важный рейс в истории. 16 вещей, в том числе и прядь волос посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Впервые на чеченской земле. В нашей столице они пробудут ровно 4 дня. Такой делегации на аэродроме никогда не было. Представители вирдов, ученики школы хафизов, уважаемые старейшины и богословы республики, а также представители всех ветвей власти. Самыми счастливыми оказались те, кому повезло оказаться на борту и вынести частицу пророка, да благословит его Аллах и приветствует на родную землю. Вместе с реликвиями в Чеченскую республику прилетела и семья хранителей святынь. Шейх Ахмад уже после скажет, это счастливый день не только для мусульман России, но и для него. Именно здесь, в Чечне, он своими глазами увидел великую любовь и почитание к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Свидетельство – высокая организация мероприятия. По всему маршруту следования колонны и внутри мечети были расставлены около 30 камер, не считая аэросъемки. Жители из разных районов приехали в столицу задолго до прилета самолета, чтобы занять место вдоль дороги. И вот кортеж останавливается неподалеку от мечети сердца Чечни. Честь подержать в руках кейсы со священными вещами выпала и самым маленьким Ахмаду, Али и Адаму Кадыровым. А в это время в самой мечети тысячи людей замерли в ожидании. Тишину нарушали только возгласы «Аллаху Акбар». В мечети уже все было готово к тому, чтобы принять священные вещи, увидеть своими глазами, а если получится и прикоснуться к вечности. Собрались тысячи людей, в том числе и соседних регионов. Счастливые мгновения, слез радости и восторга. Не могли сдержаться даже те, кто не привык показывать свои эмоции. Поистине, великий момент в судьбе каждого чеченца и всей республики. Все мероприятия телерадиокомпания «Грозный» освещала в прямом эфире. На сайте канала трансляцию посмотрело более сотни тысяч зрителей. До глубокой ночи люди могли наблюдать за всем, что происходило в центральной мечети. Видео моментально разлетелось по блогам, не заставили ждать комментарии, которые посыпались в огромном количестве. Восхищение происходящим выражали не только мусульмане. Я не мусульманин, но понимаю всю важность этого события. С вашего позволения, хочу разместить сообщение у себя в блоге. Это действительно большое событие для всего Северного Кавказа и всей страны. Каждый верующий получил возможность укрепить свой дух в истинной вере. Искренне жаль, что реликвию не привезут в Москву. Слава Всевышнему Аллаху, мне посчастливилось увидеть святые реликвии пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Моему счастью нет предела. Исмина Гацаева, Амина Манаева, Джамлел Хаджалиев и Заур Магомадов. Новости.